Хлопзеква хатырызку ателехопштра. Апсны ахнткарра хада ялхра курзы атула конституция закон инакуршина. Яхя айфир таамта яхтуит ахнткарра хадрахе кандидат Аслан Гяргипа Бжаня. А центр алхрат комиссии имевказ отстапсара ялсшина ихетпи айфир таамта зту ерею. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В соответствии со статьей 9 Конституционного закона Республики Абхазия о выборах президента Республики Абхазия по результатам жеребьевки, проведенным в Центральной избирательной комиссии Абхазии, сегодня, 26 июля, эфирное время предоставлено кандидату в президенты Республики Абхазия Аслану Георгиевичу Бжаня. Бзилашабит, хатырызку кандидат. Хара яхзыпцоп инже минут аанта. Уя антиалагдзына хара хатбыз зара корепш ишахтуит яхепи амш ялагдзына ателхопштра яхзартиз аззара когим. Шасхёма халага паусура. Сасхём. Обрегол пирапхепиз зара шестрастохоп ариш сарас хатбыз зароп аувё уск дналаго алшадыз хуцуй. Ялцу ялымцу. Амё хара днукло акы дак бугойт. Дахнеша днелаг убраха дышпары дыргуло. Нешис ейтузи. Шара амырдыра шачалит хазну аантызы. Ишбартумы шара шзугуго ашака. Ибзина ицарсу ашака. Хлопзеква хатырызку ателехопштра, асара икшвергылыз дара ихату саро пасапхазоп. Яша с амио сарасыз кулыз амарда июзум йоп, имариудзам, ахара сак кулгует, рабхадза су айвдор срук кулгует, сху сак кулгует, обуса гуана гара сымоп, и сымо пыша схия цирхаран, айвдор рбу ятахар, иргуабхар, ахукка и сымо сахцотха. Рабхит писызара так хайт вывшта истохоп, ателехопштверкон за Иназгрца Шара биография. А сейчас, уважаемые телезрители, хочу ознакомить вас с биографией кандидата в президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжаня. Бжаня Аслан Георгиевич родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Ачамчирского района в семье педагогов Георгия Ашхангиревича и Венеры Григорьевны. После окончания в 1980 году Тамышской средней школы поступил во Фрунзенский политехнический институт на специальность инженер-строитель. В 1982 году перевелся в Московский автомобильно-дорожный институт, который окончил в 1985 году. В том же году по распределению был направлен на работу инженером-строителем в Смоленскую область, поселок Угра, где проработал до сентября 1986 года. Затем вернулся в Абхазию и с 1987 по 1989 годы работал инструктором, затем заведующим отделом Ачамчирского райкома комсомола. С 1989 по 1991 годы был слушателем высших курсов КГБ СССР, по окончании которых работал оперуполномоченным КГБ Абхазской АССР. С 1992 по сентябрь 1993 года работал оперуполномоченным в службе безопасности Республики Абхазия в городе Гудаута. С 1994 года занимался бизнесом в России. С 1997 по 1999 годы обучался в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, по окончании которой получил специальность топ-менеджера. С января 2009 года назначен советником по экономическим вопросам посольства Республики Абхазия в Российской Федерации. В феврале 2010 года указом президента Республики Абхазия назначен председателем службы государственной безопасности Республики Абхазия, где и работает по настоящее время. В мае 2014 года присвоено звание генерал-майор. Супруга Ахиба Аэлита Максимовна, уроженка города Гудаута. В настоящее время работает начальником отдела Счетной палаты Российской Федерации.
Дочь Бжаня Айлина Аслановна окончила Первый Московский медицинский институт имени Сеченова. Замужем, живет в городе Сухуме. Сын Бжаня Максим Асланович окончил Московский государственный университет имени Ломоносова. В настоящее время учится в аспирантуре, работает в коммерческом банке. Указом президента Российской Федерации в июне 2014 года за содействие в организации обеспечения безопасности зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в городе Сочи награжден орденом Дружбы. Аслан Гергиба из Стохубстыша Зарак Шестерца. Ирацини Хоп и Юб Хахмилат Рахато традиции Корекурхара Шатуху. Уирхот айзера курча, айплар курча, ирубас акипхеджа. Ялшума экономикала рачак гиогома хунткаррача, ажлар рмилат годуру кирапхеглу, апсура айкурхара. Хампада ялшот хайсепхадзот, ити геогуб и бзиедзоп, экономика и бзи ишакургоне нуко, аха эно фирогю харахмилат рцас нукургаларов ркябызква бзир баларов убрёб харабха ахазго эхой ранзги хазгаз яга амта абсизерги и бзизерги хымпада убри хара и хамазаров. Сандер, когда вы принимали решение выдвинуться кандидатом в президенты, какую задачу прежде всего поставили перед собой? Прежде всего, задача, на мой взгляд, это консолидация нашего общества по известным причинам и социально-экономическим, и политическим. Наше общество оказалось разделенным. Майские события, к сожалению, это доказали, поэтому нам необходимо консолидировать общество. Это первое и самое главное условие для решения других не менее важных вопросов. Спасибо. Следующий вопрос, который я хочу задать вам. Какие будут приниматься решения для улучшения экономической ситуации в Абхазии? Будут ли предприниматься усилия? И какими рычагами вы намерены создать рабочие места в стране, чтобы люди могли зарабатывать деньги, содержать свои семьи? Прежде всего, нам необходимо развивать традиционные отрасли. Это туризм, сельское хозяйство. Нам необходимо создать условия, при которых в республику будут привлечены иностранные инвестиции. Я считаю это очень важной задачей и рассчитываю на то, что приход инвестиций в реальный сектор экономики изменит ситуацию в лучшую сторону, существенным образом. Вы в эти дни проводите встречи с избирателями. Смогли бы вы выделить наиболее острые, наиболее наболевшие проблемы, которые ставятся нашими гражданами в Абхазии? Несколько проблем я мог бы обозначить. Наших граждан прежде всего интересуют следующие вопросы. Проблема раскола общества. Вне всякого сомнения, эта проблема является главной. Люди хотят преодолеть разобщенность, люди готовы к этому. И нам, руководителям, кандидатам в президенты, политическим деятелям, необходимо прислушаться в этом смысле к мнению наших граждан. Ну и очень часто задают вопросы, связанные с экономической обстановкой в республике, вопросы, связанные с социальной обеспеченностью нашего населения. Вот тот спектр вопросов, которые наиболее часто задают нам, мне в частности, наши граждане. Аслан Георгиевич, ситуацию на дорогах вы знаете, статистику тоже. Что будет предложено вами, если станете президентом, чтобы навести порядок на наших дорогах? Для того, чтобы навести порядок на наших дорогах, эта проблема, она многоаспектна. Необходимо в решении проблемы участие как правоохранительных органов, так и общественности. Но я хотел бы вас проинформировать о том, что в 1994 году на учете в Республике Абхазия составило 1300 транспортных средств. Сейчас это более 30 тысяч. Нам необходимо повышать культуру участников дорожного движения. Нам необходимо, на мой взгляд, внести изменения в
Кодекс об административных правонарушениях, нам необходимо поставить деятельность правоохранительных органов под общественный контроль. Вот такие меры, на мой взгляд, в ближайшее время смогут улучшить ситуацию в лучшую сторону. Будете ли вы встречаться с разными политическими партиями и движениями с целью объединения нашего народа? Будучи председателем службы государственной безопасности Республики Абхазия, я встречался практически со всеми руководителями общественных движений и партий. Это была составной частью моей работы, и в этом я всегда находил возможность для сближения позиций. Считаю эту работу очень важной и намерен в дальнейшем использовать ресурс диалога для налаживания и решения многих проблемных вопросов. Спасибо. Ну, теперь перейдем к вопросам, которые мы получили сегодня от наших избирателей, от наших телезрителей. Рабхи еще статистику хозцара, гал районе холоп и бах позцара урт цакла и хекшер токон перх паги дискот амала язышты зрыглы паги шасвар стогу. Рабхи басцара коп яхе азарти закона. Гал районе кунхо хулчтрлы япсуау. Аллар хиштрах рыгижра за иқацатузи. Злила сказала рыглока рмилат апсу хиштрах артазан иқацатузи. Абриза цара холцойт ирма аюзба. Айнес иробас гал районе холоп. Что будет с жителями Гальского района и с их паспортами? Спрашивает Самсония Рафаэль. И подписали Гал их и от холоба зама брахятся сцой. И жив бенызке паспорт в Ануршоз ера зачамглый. Риза цара пайцой Рудик Пипе. Бартаха цара Гал района от холозала брах и дискуло. Актвес цара Ала Халагаб. Халагаб. Гал районы Кунхо. Ала Апсера. Анке Шадервиш. Апса Шахи Тагалан. Яха Абжехара. Кырцов Хайбхазов. Урт Дарван Заалагги. Ихан Хурсер Тахызар. Япса Сахарсер Тахызар. Уэус Сараусис Заавазар. Апрахагара Тахзам. Яцхрату. Яхадзгаладу. Усагана Гарасаму. Айбетвес цара. Что будет с жителями Гальского района с их паспортами? Ну, есть решение парламента, и в соответствии с этим решением будут действовать все органы исполнительной власти. И здесь подписал паспорт царинала сажу зимнушу зират за джангалы. Я таким образом хотел бы ответить на этот вопрос. В соответствии с Конституцией мне предписывалось в определенном ритме докладывать президенту о процессах, которые происходят в Республике Абхазия. Как известно, моя работа не носит публичный характер. Соответствующее отношение к проблеме паспортизации жителей Гальского района в службе у моих коллег имелось, и мы докладывали об этом президенту. Документы датированы и 2010 годом, и 2011 годом. Последний документ был подписан в марте 2013 года. Можно в канцелярии президента эти документы поднять и ознакомиться с их содержанием. Спасибо. Вопрос как председателю службы государственной безопасности. Что послужило причиной вспышки кишечных инфекций в городе Творчале? Известны ли заказчики и исполнители данного преступления? Спрашивает Аида Чачхаля. После вспышки инфекции в городе Творчал сотрудники службы госбезопасности занимались изучением причин, приведших к этой проблеме. Работа велась несколько месяцев, но ни в действиях должностных лиц, ни в действиях чьих-либо иных граждан признаков преступления обнаружено не было. Вопрос такой следующий. Почему кандидата в Бжане российская охрана? Это с чем связано? Со страхом перед народом или недоверие к народу? Спрашивает Астанда Аджинджо. В настоящее время значит, со мной работают мои подчиненные. Они ездят в этот период
будучи в отпуске. И у меня, как известно, есть друзья в Российской Федерации. Несколько моих коллег приехали и оказывают консультативную помощь моим подчиненным и моим коллегам, которые находятся в отпуске. И помогают мне в это время. А като школ поретяще кургулара, а кадр курила рекурсера, а зара шушпаковши хадзауит, а стомырчачхали. Хампада школка, ацарирутука, рейчкара, урт, ирукнабо, ала рейбутера, и хадос царов, вы хинза халшо, хинткара хинза халшо, и хадзбаларов, хахадзгаларов. Это хуп хисаб хазот, вы адек псуха, хамацам хисаб хазот. Вопрос такой. Вы можете подтвердить вашу работу в службе государственной безопасности во время войны, спрашивает Аляс Касланзи. Я неоднократно отвечал на этот вопрос, готов еще раз ответить. Есть соответствующие документы в службе государственной безопасности, есть мои коллеги, которые служили в тот период, есть некоторые фотодокументы, и в случае необходимости они могут быть представлены. Общество уверено, что коррупция – одна из главных бед Абхазии. Есть ли у вас видение решения этой проблемы? Агрба Леон, избиратель, спрашивает. На самом деле коррупция является серьезной проблемой для многих государств. К сожалению, в этом смысле Абхазия не является исключением. И она имеет решение, ее необходимо искать это решение. Мне это видится следующим образом. Решение проблемы должно быть многоаспектным. Оно не может быть взвалено на плечи только правоохранительных органов. Необходимо принять, на мой взгляд, несколько законов. Необходимо, чтобы руководители, чиновники разного уровня заполняли декларации о доходах. Необходимо над деятельностью органов исполнительной власти необходим общественный контроль. Вот эти меры, которые будут применяться вкупе, они должны изменить ситуацию, на мой взгляд, коренным образом в сторону ее улучшения. Спасибо. А без шатып илкауп, абсухент каррачу. Аха, ярьякну гахара краконза нагрыза, иқацута усхку хаюшып хизуарбану. Абсухент каррачу без шоп, тзшу силова скавала, цауит Майя Амжба. Шаадрываевш абсуа бызша запан хадахкылахет программа алхоп ичкауп абсуа бызша чьяра ядхало фонд ахауи масара зумхозаракхаб зиграфхадза хара абсаца анбанан хамамыз аюша анахсимдроз абхаша нахсимдроз бызша хдрван избанагзар бызша хтаас фарши хдрцон халадзен иқан убри وبسي حمو ريسورس خي حر خروب ابسو بشلا حفاجروب وي حسب خمشروب وي وسافيا سخود يمود زروب بس يزنيتوب ناس شادر وبشالا غارتا تاسكورتو مسار الشوب ابسو بشا على زراخ درцо حبخه على شاربن حولك هرا يچحكاروب وبريزا تغلازاشا класс фейзенза ابسو بشالا يرцо эгерт матарб. Как вы относитесь к несменяемости судей? И считаете ли вы возможным в наших условиях восстановить институт их несменяемости? Спрашивает Ампар Альба. Я не считаю это необходимым. Судьи должны быть сменяемы. В этом состоит моя позиция. Какова роль НПО, гражданского общества в развитии государства, на ваш взгляд? Неправительственный сектор у нас представлен достойными людьми. Это люди, которые были у истоков национально-освободительного движения. Это люди, которые защищали Абхазию в период войны. Это люди, которые представляли интересы Абхазии в послевоенное время. В их среде сформировалось очень серьезное экспертное сообщество. Я намерен взаимодействовать и сотрудничать с ними. У наших друзей в экспертном сообществе собственное мнение, собственное видение. В плане ведения диалога, может быть, это не всегда удобно, но в плане получения искомого результата это очень правильно.
Какой вы представляете структуру власти? Нуждается ли она в реформе? Как добиться ее эффективности? Вот эти два вопроса, первый и второй вопросы прислала Кристина Киртбая. Вне всякого сомнения, мы должны провести реформу органов власти. На сей счет имеется определенное видение. Реформа должна коснуться практически всех ведомств, в большей степени в сторону уменьшения количества работающих. В некоторых случаях, вот, например, как в случае с Государственным комитетом по экологии, я бы считал возможным и необходимым создать на базе Государственного комитета по экологии Министерство экологии, укрупнить и наделить их большими полномочиями. Поэтому мы должны иметь тот аппарат, который соответствует, который в оптимальной форме соответствует задачам, возникающим на этом историческом этапе. Следующий вопрос звучит так. Вопрос нефти очень больной для общества. Как вы смотрите на добычу нефти на Абхазском шельфе Черного моря? Спрашивает Беслан Ахиба. На Абхазском шельфе Черного моря идут разведывательные работы. Там нет добычи нефти. Но я хотел бы проинформировать нашу общественность. Все государства, которые имеют береговую линию, в частности государства, которые находятся в Черноморском бассейне, ведут разведывательные работы у себя на шельфе. Тут самое главное, на мой взгляд, самым серьезным образом, самым строгим образом соблюдать меры экологической безопасности. С учетом размеров Черного моря, если вдруг произойдет какая-то авария на берегу, не дай бог, Румынии или иного государства, в любом случае последствия этой экологической аварии мы на себе почувствуем. Поэтому нам нужно, на мой взгляд, продолжать работу по разведке, но делать это очень выверенно и грамотно, с применением современных технологий. Как вы видите решение вопроса демографии в Абхазии? Это тоже вопрос от Беслана. Я вижу решение данной проблемы следующим образом. Она многоаспектна. Мы должны воспользоваться тут возможностями разных министерств и ведомств. Мы должны иметь в виду следующее. Будущие мамы должны быть под наблюдением врачей. Для этого необходимо создать сеть АФК по всей республике. Далее в больницах, в родильных домах у нас должны быть созданы необходимые условия для рожениц, для новорожденных. И все это должно работать исключительно на пользу наших детей. Далее нам необходимо создать условия для того, чтобы маленькие дети, двухгодичные, трехгодичные, имели возможность воспитываться в дошкольных образовательных учреждениях. И в этих учреждениях должны быть созданы соответствующие условия. Далее мы должны продумать меры стимулирования рождаемости. Мы должны выплачивать соответствующий материнский капитал, выплачивать за рождение третьего ребенка. Мы должны, на мой взгляд, далее заботиться о здоровье нации. Мы должны принять меры, которые приведут к снижению смертности. Вот комплекс вот этих вопросов, они должны быть реализованы в рамках разных ведомств, но с учетом конечной цели. Избиратель Аслан Квитиня спрашивает, вы преемник Анкваба? Мне неоднократно приходилось отвечать на этот вопрос. Я вырос в семье учителей, неплохо знаю историю и хотел бы сказать следующее. Выдающийся Владислав Григорьевич Ардзенба заложил основы современного абхазского государства. Сергей Васильевич Багапш создал условия, при которых наша республика была признана самой великой страной в мире. При президенте Анкваб был придан импульс социальным проектам. Если преемственность понимается как дальнейшее укрепление государственности Абхазии
если преемственность понимается как дальнейшая работа по признанию Абхазии другими государствами, если преемственность понимается как расширение социальных программ в Республике Абхазия и повышение уровня жизни наших граждан, тогда я являюсь преемником и Владислава Григорьевича Ардзенба, и Сергея Васильевича Багапш, и Александра Анкваб. Второй вопрос от Аслана Акветиня. Сможете ли вы помочь в решении вопроса жилья хотя бы инвалидам, ветеранам нашей войны? Это обязанность власти, и поэтому власть обязана оказывать всяческую помощь социально незащищенным группам населения. Как вы относитесь к вопросу сквозного железнодорожного сообщения из России в Армению через Абхазию? И второй вопрос. Здесь же в предвыборном буклете кандидата есть пункт для предложения от избирателей в программу народного развития. Действительно ли кандидат готов учесть предложение, образно выражаясь, с улицы? Вопрос немножко так вот спрашивает Саида Какалия. Видимо, и программы и бито акадзери и кшома. Илыскать. Первый вопрос по вопросу железнодорожного движения. Да. Наши граждане знают о том, что этот вопрос поднимался в новейшей истории несколько раз. Сегодня он актуализировался. Я знаю настроение руководства России. Они заинтересованы в том, чтобы обеспечить сквозное железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через Абхазию. Как известно, на территории Армении располагается серьезная, крупная российская военная база. Она решает стратегические задачи по обеспечению безопасности и Армении, и России, и, соответственно, в том числе и Абхазии тоже. Но в этом вопросе два аспекта, политический аспект и экономический, и для нас важно в решении данного вопроса учесть оба аспекта. Мы исходим из того, что Абхазия независимое государство, и мы не можем позволить кому-либо создать условия, при которых был бы ущемлен в каком-то виде наш национальный интерес или суверенитет. Поэтому политическая составляющая для нас является очень важной, и мы ее будем учитывать. Что касается экономического аспекта, я тут вижу очевидные плюсы. Они состоят в том, что функционирование железной дороги – это дополнительные рабочие места, это возможность очень серьезным образом наполнить наш бюджет. Я интересовался этой проблемой ранее и могу вам сказать, что в советское время на Абхазском участке железной дороги через Абхазский участок провозилось более 18 миллионов тонн грузов. Если нам удастся провести даже четвертую часть, это очень существенное поступление в наш бюджет. Очень существенное. Второй вопрос. И программы и бито, и шома хадаса цавет, в предвыборном буклете есть пункт для предложения от избирателей. Так. ХМПД с программой и скуйтой пхот, казацвек из цара никуло обрел шара савама, с хейсатома, из сельска авама, с программой яну скуйтой пхот ХМПД. Возможно ли при сегодняшних условиях повышение заработной платы бюджетникам, увеличение размера пенсии и пособий? Спрашивает Фатима Адлиба. Это необходимо делать. Это необходимо делать в пределах, которые перекрывают уровень инфляции. И такие возможности в государстве должны быть изысканы, вне всякого сомнения. Как вы думаете, валовый национальный продукт какими темпами растет у нас в Абхазии? Спрашивает Алексей Аджинджал. Я могу сказать, что по этому показателю мы выше многих республик бывшего Советского Союза. Практически все республики Средней Азии отстают, и мы находимся на один пункт выше, чем Украина. Но необходимо дальше работать. Это не является, скажем так,
потолком в нашем развитии, у нас есть куда расти, и мы, вне всякого сомнения, будем над этим работать. Если вы станете президентом, что вы предпримете, чтобы помочь инвалиду первой группы по зрению? Начкебе Рауль спрашивает. Вы это инвалид, что тагул зашадрует, схара сир тухо пилыркар, тухо пишулшо. Халшо грахархадзом яят, хатсалат и срешилска усоб. Там, видимо, скорее всего, индивидуальная проблема. Да. Она имеет, видимо, и временные какие-то рамки, и иные параметры нужно будет соблюсти. Мы обязательно этому человеку окажем посильную помощь. На выборах все обещают, но ничего потом не делают. Вы тоже так поступите? И второй вопрос, будет ли восстановлен Сухумский вокзал? Эти два вопроса прислал Дима Лакарба. Ну, если быть справедливым, то нужно сказать, что все руководители Абхазии, новейшая история, новейшие руководители во многом выполнили свои обещания. Не совсем все обстоит так, поэтому я хотел бы об этом напомнить уважаемому Диме. Что касается ремонта вокзала, в контексте возобновления железнодорожного сообщения, это будет входить в эту программу. Все вокзалы должны быть восстановлены. У нас они с точки зрения архитектуры очень красивые, изысканные, и мы в этом заинтересованы. Такую работу будем выполнять. Как вы намерены решить проблему занятости молодежи? И второй вопрос. Есть проблемы в творческой среде. Это театры, творческие союзы. Как, на это ваш взгляд, можно решить эти проблемы? Два вопроса от Мрамзи Аншба. Проблемы занятости могут быть решены только созданием рабочих мест. Я думаю, что мы должны всемерно содействовать процессу восстановления или развития малого и среднего бизнеса. Мы должны, как я говорил выше, создать условия, при которых к нам в реальный сектор экономики должен прийти инвестор, и все это будет направлено на создание рабочих мест. И реализация проектов, связанных с нефтедобычей, с возобновлением железнодорожного сообщения, с функционированием Сухумского аэропорта, это все дополнительные рабочие места, в которых, вне всякого сомнения, молодые люди, люди образованные, будут содействованы в полном объеме. Президент Айбет, есть ли проблемы в творческой среде? Я знаю о том, что в творческой среде есть проблемы. В некоторых случаях проблемы носят творческий характер, в некоторых случаях проблемы носят другой, административный характер. Мы будем поддерживать все творческие союзы. Для нас это очень важно. Государство в последнее время пристально держит эти вопросы в поле своего зрения. Вы знаете о том, что недавно завершились работы по реконструкции нашего драмтеатра, русского театра, и это, вне всякого сомнения, на наш взгляд, придаст импульс нашей культуре, творческим работникам. Яхай рацунику подсажирку президент аныхача хымбадат куропха. Шара шаштагов шабриз царат цауит астамр смыр. Я тухуба яхай кандидат шагана аныхача радукра. Сара бусабана грасымов харах конституция анишану бусах мепах коропха. Апсу экономика, а милат шакулуцар колома и шпакат затуи, денис торчот цауит. Апсни, а экономика апсу а вас якуни бари тохуб, так шпакат цот. Ну, апсуца концара, бзио песечка, псула ус хазур, уса унес играха хехар. وبريامي بزيه ويامي حتى خوخا بوسك بانا غرسمو يجرت حن كفار رقم
وبريرمو أبشرة وبريرمو تكنولوجيا كواحجر حقيقة حرخر وجد في كام حبس فيسبوك. هتصخر على واحد نوع أن حرفه حالا در وبريوب أبسط شغلني زكتو. گونده شنبه زاویت ابستین خو ابسوار بجی هریک رجلکه یتاک نیقلزو ویزخکه زیگیا درو آب استخورت شوب اجلکه ریاشره یخو جران زیگری زارد زبزم ابریوس ز شوانه گریل کارل تخو. وش شوانه گرسمو پوی проблема дудземха яцклап штуп яхоп штуп избету пуй елкау хахацкого. Правда, что вы награждены Путиным орденом дружбы? Если да, то почему нету информации, нету снимков? Спрашивает Марина Кабба. Правда это? Да, правда. Я награжден орденом дружбы за содействие обеспечению безопасности зимних Олимпийских игр в городе Сочи. Указ был подписан 24 июня текущего года, но процедуры вручения еще не было. Спасибо. Она же спрашивает, какой у вас будет принцип подбора кадров? Принцип подбора кадров будет строиться на таких подходах. Это профессионализм, это опыт, это молодость, это нравственность, чистота рук и так далее. يخد دار دحتخوب أبسنخدا أبسوا شخيق الزالك شيزا شبسات جلقنا شنخا يشرجيا يشتفخو خبسنزحو يشتفخ أريزار أزبرجا شرا ربخت يفشجا أبسنهنكارا خداس فقلار صاويت نيرا كوتسنيا أبسوا غريت كل رزاروب يشتفخ خلاص هاي بخان شزنك جيس حرستخوب ويخدوس زاروب وجيك حشيشان حوب حشي دحكلروب زجراب خذا أبريق وابسطشا ناس يجرت عند كارر برشين خو برخ يعرب يحاول غلط أتقول عاشق وابسطو ويسعر خدوب ويلح كاوت حخذ كلوت. أتلخبشي ألكسي أرجل تصاوي أبس وكاب زتاس يشغلو يخرجاغو أبسخورة دوكا أشارة دوكا أين خرق ورزارة شفاقب شوي شوان نجارة يخش حيلر كارتوه. سروي السارة وبالساقب شوية أمسخ يرمسخ نيردون أمسخ يخطب حسكو يعني جزوم أخاوي زجراب خذا أو يشارة دخوب شروب ويسارة أن أملاروب شتسرة درب زعلاق خدرنا يوشارة درنا وبس تزنيرو وبرتزارة وبس بيانغو. أتلخبشترا يحزارتز أزارة وخاربشت دشة يبخ بمنوت حموب أصلاً جرجي با حيث رخربشوا يستخوب بسش وما ورس شلوما شبيتو أبرتياش حزيجايت كلنا حتى لخبشتراخ يفحرس شابخ قاش وسكوا رنك زرامي فكرش بيشتو خكس يشمو شنقرا مكان يزيج ياسف شوما ناس كيابا أبسنا مسار أوما يجرت عند كارا كورجيوس أبسوار بولرك بس شبيتو مع بس يتعورض شوف سرقوا بيز تعرف شو هاي предвыборная работа набирает свои обороты. У меня есть график поездок по республике. Я бываю или стараюсь бывать практически во всех селах, встречаться с избирателями. Эти встречи, они очень интересны, очень полезны. В рамках непосредственного общения с населением ближе и глубже узнаешь проблемы, которыми живут наши граждане. И эти проблемы становятся очевидны, понятны. Без такого информационного обмена, без такого диалога и контакта, я считаю, что невозможно эффективно работать. Поэтому эти поездки будут продолжены. Далее я намерен выехать в столицу Российской Федерации. Как известно, там проживает многочисленная абхазская диаспора, повстречаться с нашими гражданами в Москве. Потом у меня запланирована встреча с нашими гражданами в Карачаево-Черкесии, в городе Черкесск. Вот такие планы в ближайшее время. Это был Заслав Гергипа, Атараску,
ателехоԥшцәа иахьатәи аефиртә аамҭа Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахадарахьы кандидат Аслан Гьаргь-иԥа Бжьаниа изалхыз аамҭа ахыркәшарахь инеит, иҭабуп дараӡа, абриала ихыркәшоуп иахьатәи ҳаицәажәара, иҭабуп. Иҭабуп дараӡа, шәзаалааит абзиарақәа рацәаны.